Всем привет, дорогие друзья! Всех приветствую на своем канале. С вами Астарта Сантия. И сегодня мы будем делать расклад на тему «Счастлива ли соперница с вашим мужчиной?». Посмотрим, как она себя чувствует в этих отношениях, что она в этих отношениях получает, как сейчас складываются их отношения, ее планы и намерения на эти отношения. И напоминаю, что расклад на любовный треугольник на апрель уже выложен на канале. Ссылочка дана в инфоблоке под видео, обратите внимание. Также есть расклад под названием «Мои шансы» в любовном треугольнике. И есть любовный треугольник еще и на игральных. Вот что кому интересно, что кого привлекает, пожалуйста, все ссылочки есть в инфоблоке под видео. А перед вами, как обычно, 3 варианта. Вам нужно выбрать первый, второй или третий и загадать срок на тот период, спросить, как будут складываться отношения у мужчины с третьей стороной, с любовницей, но смотря с какой стороны вы, и, в общем-то, загадать срок и выбрать свой вариант. Загадывайте, выбирайте, а я перехожу к первому. Итак, первый вариант, смотрим вас. Давайте сначала начнем с личности соперницы, как она себя ощущает, как она себя преподает вашему мужчине. Карта сад. Но она ведет себя легко, ведет себя свободно, ведет себя открыто. Так, достаточно оптимистично. Вот знаете, с таким человеком, который вот по саду выходит, с ним всегда легко. Потому что она легкая, потому что она воздушная, потому что она не обременяет какими-то своими проблемами, потому что она не навязывается сильно, потому что она всегда с пониманием относится ко всему, потому что она открыта к предложениям, потому что она всегда, в общем-то, она всегда в неком таком ожидании, когда мужчина придет, снизойдет, и, в общем-то, как только он проявляет инициативу, она всегда его с распростертыми объятиями принимает. В общем-то, такая достаточно удобная барышня. Как складываются отношения ее глазами, как она отношения видит? Ну, достаточно прочные. Она видит, что рядом с ней мужчина, защитник, поддержка, ее опора. Мужчина сильный, мужчина властный, мужчина надежный, мужчина, который много способен дать, да и много дает, мужчина, который, с которым ей удобно, легко, мужчина, который может быть таким вот благородным, осыпать какими-то бонусами, подарками, что-то преподносить к ее ногам. В общем-то, с ее стороны все прекрасно и шикарно. В общем-то, она видит это отношение достаточно благоприятными для нее. Что она в этих отношениях получает? Особо ничего. Здесь он дает надежду, он дает какие-то обещания, каких-то золотых гор, и не более. У нас тут карта звезды, карта письма, карта лупа. И, конечно, здесь в таких отношениях ревность. Дама постоянно следит, причем так очень даже скрупулезно следит, очень внимательно, очень дотошно следит за мужчиной, за тем, как он себя ведет, за тем, как складываются отношения у него в семье с супругой. В общем-то, ничего такого сверхъестественного она на самом деле здесь не получает. Тут расстояние, отношения, которые на расстоянии, но отношения поддерживаются через какие-то кратковременные, краткосрочные встречи, созвоны, переписки, мессенджеры, соцсети и так далее и тому подобное. И, кстати, еще мужчина может, конечно же, тоже внимательно следить за любовницей, да, как она себя ведет, с кем она общается, там, ну, в общем-то, следить и даже ревновать. Ее планы и намерения на отношения с мужчиной. Отношения она хочет сохранить, отношения она хочет упрочнить, отношения хочет, чтобы они были достаточно такими уже крепкими, нерушимыми, с будущим,
с какими-то результатами, хочет строить отношения именно в плане семьи, в плане уже таких крепких, очень уверенных отношений, которые дадут свои плоды в том плане, что у нас выпала, смотрите, карта мужчина, карта бланка и карта дерева. Дальше карта змея, карта аиста, еще и гроб и башня совместно. То есть тут однозначно она планирует, надеется преодолеть все препятствия, которые есть. Все те невзгоды, которые есть, она планирует преодолеть, переждать. И все-таки получить себе мужчину в качестве уже мужа, супруга, партнера именно такого законного. Хочет в отношениях перемен, и все, она будет все для этого делать, применять всю свою смекалку, ум, интеллект, мудрость, хитрость, соблазнительность, конечно же, красоту свою. В общем-то, все оружие, которое у нее есть, она будет применять. Причем достаточно хитро, достаточно мудро и достаточно изворотливо. Барышня достаточно умная, смекалистая, амбициозная, такая уверенная в себе, привыкла получать все, что она хочет, я вам так скажу. Дальше сейчас посмотрим, как складываются у них отношения на данный момент. Но вот знаете, а вот тут интересненько получается. Почему? Потому что на данный момент у нас выпал какой-то некий другой мужчина. Это не тот мужчина, которого мы смотрим, да, вот он, это некий другой мужчина. И там сейчас, как мы можем здесь прочитать карты? Во-первых, давайте. Она может рассматривать вообще отношения с мужчиной, да, с яблоком раздора, конечно, сквозь призму каких-то своих прошлых отношений. Сравнивая его с другим мужчиной, она понимает, что сегодняшний ее мужчина, конечно, выигрывает. Первое. Второе. Тут что может быть? Тут, конечно, может быть именно она рассматривает его как партнера интимного характера, именно для удовольствием, которое приносит ей удовольствие, удовлетворение именно на физике. Это второе. И так она как бы ведет общение, ведет какие-то переговоры, что-то анализирует, что-то себе там планирует, может обсуждать мужчин с подругами, может что-то как-то там себе планировать. И то, что на самом деле она когда-то себе представляла, хотела, желала, то, что она обговаривала мирозданию, оно сейчас претерпевает еще и некие трансформации. Вот, а вот этот мужчина, давайте посмотрим, если это другой мужчина, да, с которым она ведет общение, отношения. Сейчас вот это общение, оно, скорее всего, трансформируется, сходит оно, скорее всего, как бы, знаете, такой некий агрессор для нашего яблока раздора. Почему? Потому что, опять же, тут идет слежка. Мужчина очень такой собственник наш, которого мы рассматриваем. И он не потерпит присутствия, конечно же, третьей стороны у любовницы. И, конечно же, вот если она что-то рассказывает, что-то как-то ему намекает, пытается вызвать его ревность, пытается как-то, вот знаете, капнуть ему на нерв, сказать, что и говорить, что ты не один такой, что в мире полно других мужиков, вот это как бы ключ к решению вопроса. Вот она, гроб, да, то есть трансформация идет, она именно такая решающая, которая поможет и помогает решиться вот этому треугольнику, который сложился. Даже если этого мужчины у нее на самом деле нет, но она ему об этом может говорить, рассказывать, всячески транслировать, что на нем свет клином не сошелся. Если этот мужчина есть в ее жизни, и она ведет с кем-то какое-то еще общение помимо нашего яблока раздора, то тоже здесь этот мужчина заставляет ее принять некое решение. Тут она
все-таки как-то ярче, что ли, именно осознаннее, понятнее для нее видит ситуацию. И принимает у себя хотя бы внутри, да, трансформация все-таки у нас по гробу, она больше такая внутренняя, по крайней мере здесь. И здесь она какие-то выводы для себя делает, которые ей помогают из этой ситуации уйти, как бы ее решить. Но в какую сторону мы пока здесь не видим. Ну, либо, конечно же, как я уже и сказала, это просто она сравнивает мужчин, предыдущих ее мужчин с сегодняшним яблоком раздора и понимает, что это, конечно, лучше, что у нее было до. То есть, знаете, все познается в сравнении. Так и у этой девушки может быть сейчас. Итак, как будут складываться отношения у них в срок, который вы загадали. Если не загадали, остановите видео, загадайте, я трактую. Да, вы знаете, ну, не просто. Тут переживания, тут могут быть какие-то ссоры, мелкие конфликты, выяснение отношений. Знаете, вот как коса на камень может как-то напороться, и могут быть какие-то скандалы. Такие мелкие и множественные. И там, где совсем не ждали, могут подскользнуться и разругаться. Но опять же, это ни к чему конкретному оно не приводит. Заканчивает у нас триаду карта книга. То есть может просто каждый друг на друга обидеться, но это опять же не надолго. Потом отношения как-то все равно будут разворачиваться и идти дальше. Но вот тот период, который вы загадали, здесь прям такие нервные, непростые отношения, склоки могут быть, выяснение отношений, ну и перемирие здесь тоже будет присутствовать. То есть поругались, помирились, помирились, поругались. И вот так вот весь этот период. То есть люди друг друга не слышат, люди друг друга не понимают. Между ними как будто бы стена такая глухая, стеклянная. Вроде как они друг с другом пытаются разговаривать, выяснять отношения, но оба будут все равно напарываться на недопонимание и какую-то такую глухоту по отношению друг к другу. Вот такой у нас получился вариант номер 1. Я вам, дорогие мои, желаю все равно, как бы то ни было, как бы жизнь ваша не складывалась, самое главное, будьте здоровы и счастливы, несмотря ни на какие жизненные обстоятельства. С вами была Астарта Сантия. Всем благополучия, удачи, любви, процветания и красоты, легкости, гармонии. Как обычно, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. И я перехожу к двоечкам. Ну что, двоечки, смотрим вас. И счастлива ли ваша соперница с вашим же мужчиной. Смотрим. Напоминаю, что, кстати говоря, расклад на любовный треугольник, на Таро уже есть на канале. Обратите внимание, ссылочка в описании к этому видео будет дана. И в конечных заставочке тоже будет. Итак, сигнификатор соперницы. Выпала ее же карта бланка. Вот она. То есть как она себя преподает, как она себя транслирует о мужчине. Ну, она себя, конечно же, транслирует как такую шикарную, дорогую, очень соблазнительную, очень красивую, очень где-то даже, знаете, такую самобытную, что ли, где-то такую вот недосягаемую. То есть прям дама знает себе цену. И эта цена, как говорится, не дешевая. То есть она себя умеет преподнести, она умеет потребовать к себе и каких-то подарков, и каких-то бонусов, и уважения, и какого-то стремления постоянно ей угодить, сделать так, чтобы ей было хорошо. Эта дама может быть еще и капризной, с одной стороны, с другой стороны, все-таки она достаточно умна и амбициозна, целеустремленна, и такая, знаете, она прагматична, может выстроить цепочку событий, цепочку своих решений, каких-то ходов, которые она сделает, таких вот многоходовочек, как в шахматах, и предсказать, предвидеть, что будет впоследствии.
Какими она видит отношения с мужчиной? Ну, для нее пока что не сильно понятно, что происходит до конца, она не понимает. Но понимать, что эти отношения нужно скрывать, лучше пока о них никому не рассказывать. И отношения это открытые, отношения это удобные, отношения это комфортные, отношения, в которых, опять же, она получает какие-то привилегии, бонусы, уважение к себе, некое такое почитание. Достаточно такие для нее, достаточно удобные, приятные, достойные, как по ее мнению кажется, отношения. Что она в этих отношениях получает? Ну, вы знаете, здесь мужчина всегда на подхвате, грубо говоря. Мужчина на подхвате, и если вдруг что она скажет, она попросит, поманит пальчиком, он тут же сразу же прибегает, тут же сразу уже кидается помогать, поддерживать, что-то где-то какую-то дырку залатать, где-то подстраховать и так далее. Причем достаточно активно и достаточно динамично. Но и в то же время здесь, опять же, есть какие-то туманности, неизвестности, непонятности для нее. То есть, да, она ощущает себя достаточно так вот хорошо, да, ее ценят, ее любят, ее балуют, но все равно ее до конца такое положение в треугольнике ее не устраивает. Хоть она и понимает, что этот мужчина рядом, что мужчина ведомый, что она может видеть из него веревки, но до конца, опять же, этот треугольник это не ее. Вот не в ее этой натуре, ее амбиции, они не дают ей успокоиться и получать то, что он дает. Она хочет все, она хочет большего, многого. Ее планы и намерения. Здесь человек достаточно прагматично, умно, целеустремленно продумывает каждый свой ход, чтобы отношения в треугольнике трансформировать в более что-то большее. Именно в любовь, в привязанность. Вот они, смотрите, да. И она прям, вот карты выпали прям вообще очень говорящая. У нас тут и лиса, у нас тут и змея, у нас тут и горы. То есть она планирует, продумывает, как преодолеть все препятствия. Причем все это она делает скрупулезно, очень продуманно, очень так умно, с сообразительностью тут 5 баллов, потому что у нас еще лиса, еще и змея рядом, и она будет применять все свои знания, весь свой опыт, мудрость, хитрость, где-то лаской, где-то кнутом, где-то пряником она своего добьется. Почему? Потому что есть цель. И она намерена этой цели достичь, чтобы это ей не стало. А цель у нее, смотрите, да, последняя у нас карта, у нас выпала карта сердца. То есть здесь ей недостаточно будет любовница, ей нужно все. Его сердце, его любовь ей нужна. Вот такие у нее, по крайней мере, на данный момент намерения и планы. Как сейчас на данный момент складываются их отношения? Ну, конечно, сквозь призму брака с вами, дорогие мои. Если вы смотрите супруги, сквозь призму брака с супругой, сквозь призму вот именно супруги. Вот эта карта выпала, эта карта бланка супруги. Отношения складываются, ну вот она ведет себя очень мудро, очень умно. Да, она как говорит, что да, есть супруга, да, я понимаю. В общем-то, никуда от этого не деться. Очень так вот мудро, ненавязчиво, но подчеркивает, что и намекает, что надо бы этот треугольник разрубить. Да, она не требует это прямо здесь и сейчас, но в каком-то недалеком будущем она желает как бы разрешения этого вопроса. Почему? Потому что, смотрите, да, есть уже спланированное что-то, и есть цель, она к ней идет, как таран. И вот здесь она просто может очень мудро и хитро как бы ему транслировать, что да, я принимаю, что есть жена, но и в то же время этот треугольник, эти отношения нужно разрубить, что-то, какое-то решение принять. Это первое. Второе, смотрите, если, например, героиня, да, нашего расклада
третья сторона в отношениях, практик, эзотерик, то она тут вполне, очень даже спокойно может практиковать, применять какие-то магические манипуляции, какие-то энергетические манипуляции. Причем очень так вот конкретно. Обратите, пожалуйста, внимание. Еще выпала рядом карта бланка супруги. Вот здесь она, если не побрезгует, то может даже что-то такое делать и на супругу, именно что-то именно магического, эзотерического характера. Тут обратите, пожалуйста, внимание. Не у всех такое может проиграться, но такое тоже карты нам показывают. И как будут их складываться отношения в загаданный срок? Срок вы загадывали, в начале видео я говорила. Если не успели, то ставьте на паузу, загадывайте, а я пока для вас трактую. Как будут складываться отношения? Ну что, отношения так и будут складываться в треугольнике. Причем эта ситуация в треугольнике, она будет усугубляться, она будет как бы углубляться. Да, будут какие-то светлые приятные стороны, но этот треугольник пока что в загаданный срок он так и останется. Будут только разговоры, переговоры какие-то вестись, конечно же, но это все, знаете, такое. Поговорили и забыли, поговорили и ручки опустили, поговорили, сделали вид, что не услышали. Вот так вот. То есть никакого особого движения тут в отношениях я не вижу. Тут каждый будет получать для себя то, что ему нужно и необходимо в тот или иной момент. И, конечно же, материальная база, материальная поддержка в сторону третьей стороны героини нашего расклада, она, конечно же, будет. И причем такая достаточно конкретная и внушительная в ее сторону. Вот такой у нас вышел результат, расклад, прошу прощения, для двоечек. Дорогие мои, несмотря ни на что, я желаю вам любви, гармонии, взаимопонимания, самое главное здоровье. Берегите, любите, балуйте, цените себя. С вами была Астарта Сантия. Всех благодарю. И, пожалуйста, как обычно, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, а я перехожу к троечкам. Ну что, троечки, смотрим вас. И напоминаю, что расклад на любовный треугольник на апрель уже выложен. Ссылочка на него есть в инфоблоге под видео, обратите, пожалуйста, внимание. И будет в конечной заставочке тоже. И в конце видео. Итак, смотрим сигнификатор дамы, как она себя транслирует, как она себя подает мужчине. Карта тучи. Она такая, знаете, переменчивая дама. Сегодня она прекрасная, чудесная, яркая, воздушная, легкая. Завтра она может быть такая депрессивная, тяжеловесная, тяжелая, хмурая, тучная такая. То есть она как погода. Меняет маски, меняет облики. И поэтому с ней интересно, поэтому с ней всегда не знаешь, какая она будет сегодня. Вот такая она непредсказуемая. И эта непредсказуемость, она может привлекать, конечно же. Так, как она видит отношения с мужчиной? Отношения с мужчиной ее глазами. Ну, достаточно такие легкие, достаточно приятные, достаточно. Для нее это, знаете, эти отношения как некая удача, как некий такой джекпот. Вот она выиграла для себя где-то даже кубышку. Потому что отношения здесь есть... Прикрою. Отношения, они у нее как бы есть понимание, что есть поддержка. Есть понимание, что есть рядом мужчина. Она в этих отношениях получает удовлетворение, конечно же, интимного характера. Она в этих отношениях может как-то по-новому себя проявлять. Она в этих отношениях может играть. Она в этих отношениях может как-то пытаться руководить. Она в этих... Вот какая-то реализация для нее приятная в этих отношениях есть однозначно. Она это видит, она это замечает, и ей это нравится. Вот как она видит эти отношения. Что она в этих отношениях получает? Ну, конечно же, его поддержку. Она в этих отношениях чувствует себя женщиной желанной, красивой, женщиной, которую балуют, которую ценят, которая поет дифирамбы, за которой вот следят, но в том смысле, что это некая ревность, может, со стороны мужчины. А эта ревность ей, как знаете, как
какой-то эликсир, который ее питает, который приносит ей вот это какое-то вот такое прям удовольствие. Знаете, если мужчина ревнует, по ее мнению, значит любит. Также в этих отношениях, в таких непростых отношениях, она в них видит какое-то движение для себя. Она надеется, что здесь эти отношения перерастут во что-то большее. И она прям это видит, она это рассматривает, она на это надеется. И они, конечно же, дают поддержку, эти отношения дают ей опору. Эти отношения дают ей некий такой рост. Вот поддержка мужская для нее, она прям очень и очень важна и нужна. И она ее получает, ей это нравится, ее удовлетворяет. Ее планы и намерения на эти отношения. Она рассчитывает, конечно же, получать какие-то бонусы, поддержку от мужчины. Ну, тут прям видно, да. И хочет, планирует, что эти отношения будут достаточно стабильными, что отношения будут легкими, стабильными и где-то даже нерушимыми. Она об этом думает, она это планирует, она на это рассчитывает, она это просчитывает, каждый свой ход. Тут такая лисичка умная и прагматичная барышня. Также смотрите, здесь, конечно же, с одной стороны, у нас выпала карта ребенок. А если вдруг это у нас намерение, задумала все-таки, да, какой-то вопрос детский решать, что она получает? Вот здесь у нас карта дерева, и ее намерение выпала карта ребенок. Если тут вопрос детский, и там уже есть ребенок, или планируется ребенок, либо она намеревается все-таки в этих отношениях завести ребенка, то здесь в намерениях это есть. Прямо она этого хочет, она этого очень сильно хочет, прям рьяно хочет. И прям она об этом думает, она на это надеется, она намеревается получить то, что она именно вот себе поставила, то, что она задумала. Здесь и какой-то, если это не ребенок, это может быть новый виток в отношениях, как новое некое начало в отношениях. То есть перевести, например, отношения с русла треугольника в русло в лоно именно уже какой-то семьи и партнерства. Да, у нас тут выпала доп, карта коса. То есть она хочет получить некий результат своих и отношений с данным мужчиной. И причем такой достаточно конкретный, достаточно большой результат. Результат, который изменит отношения и переведет их в какое-то новое русло, в новый виток. Дальше, как складываются их отношения сейчас? На данный момент мужчина, скорее всего, у нас выпала карта, потому что рядышком медведь стоит перед выбором. Что ему делать? Какую сторону ему выбрать? Куда пойти? К супруге или к любовнице? И вот сейчас эта карта, период выбора, он как раз-таки в данный момент происходит. И, скорее всего, мужчина уже какое-то решение принял. Вот он уже держит решение у себя в руках. Но даст ли он этому решению ход, здесь пока карты нам не показали. Но мужчина здесь есть. И он пытается эти отношения решить, этот Гордиев узел, либо разрубить, либо уже как-то какое-то решение принять на данный момент. Но он, в общем-то, стоит на развилке, на перекрестке. Именно мужчина. От него все зависит, куда дальше будут двигаться отношения. И дальше, как будут развиваться отношения в загаданный вами срок. Вы должны были загадать срок, если не успели, загадывайте. Если загадали, то я сейчас вам расскажу. Но отношения будут развиваться, причем стабильно развиваться, укореняться, углубляться. Да, здесь могут быть как и ссоры, и скандалы, с одной стороны. И с другой стороны, конечно же, это интим. Интим, который будет отношения держать, который будет их прям делать их более крепкими, более такими уже укорененными, более закоренными, такими нерушимыми. И в то же время это легкость, открытость в отношениях, это общительность, это когда люди друг друга слышат, друг друга понимают, когда людям друг с другом хорошо, тепло, уютно, удобно, гармонично и так далее. В общем-то, отношения будут усугубляться.
Вот такой у нас получился вариант для всех тех, кто выбрал цифру 3. Я вам желаю всего самого наилучшего. И что бы ни случилось, будьте здоровы, любите, берегите, балуйте, цените, заботьтесь о себе и своих близких. Самое главное — здоровье в данной сложившейся обстановке мировой. С вами была Астарта Сантия. Всех благодарю. И, пожалуйста, как обычно, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И до встречи.